Их не обязывали взять оружие и идти на линию фронта, но звала Родина, которая была в смертельной опасности. Тогда, 30 лет назад, они еще совсем юные девушки на хрупких плечах выносили раненых после очередной наступательной операции. Вместе шли в бой. Анна Бичевая была единственной медсестрой в районе села Верхние Тары. Эту местность сильно бомбили. Ветеран вспоминает, как война заставила повзрослеть в один миг. Она хочет записать сейчас ребрисуша, ай бешрах марлы, ай бешрах анапка, сейчас Спартак, ладно что мы сделаем, она хочет ай бешрах, уже хап по-настоящему мы воюем, говорит, я бежали сидит. Лале Исьяне было всего 15 лет, когда она ушла на фронт. Девушка спасла не одну жизнь защитников Родины и находилась в опасных точках. Сегодня на торжественном приеме в честь 30-й годовщины Победы, организованном Общественной палатой, она исполняет песню о войне, написанную на собственные стихи. И ничто не забыто, и никто не забыт. Ты слышишь, солдат, готовый шагать. В зале военные медсестры, те, кто спасал и смело шел в бой, а также матери, воспитавшие героев. В их сердцах незаживающая рана открыла встречу с женщинами-ветеранами секретарь Общественной палаты, мать героя Абхазии Арзаме Татарба Гули Кичба. А конфедерация Ахазеяков Радхар Зигрейха Айбашра Чахачу Явадулас Шарашов Хайбашра Фарфаша Рухраку Зерьоз Шарашов Ргухасоз Шарашов Паншаш Ивана Ур Апсра Ячешчезак Абатку Зигизл Шас Шарашов. Гули Кичба подчеркнула, что в Общественной палате 14 ветеранов войны, 3 из них герои Абхазии, 4 награждены орденом Леона. Также есть награжденные медалью за отвагу. Руководитель администрации президента Абисалом Кварчия зачитал поздравления главы государства. Доблестно сражаясь за свободу и независимость Апсны, женщины, демонстрируя мужество и стойкость, воевали плечом к плечу с мужчинами. Женщины трудились в тылу, обеспечивая поддержку и помощь фронту, работали в госпиталях, оказывали медицинскую помощь, ухаживали за ранеными, шили военное обмундирование и многое другое. Особо хочется отметить роль матери, вырастившей героев. Именно вы, матери, внесли огромный вклад в формирование моральных ценностей и патриотического духа своих детей. Вы воспитали будущих защитников своей Родины, передавая им любовь к свободе и готовность защищать свою землю. Спасибо всем женщинам, которые сделали и продолжают делать нашу страну сильной. Они давно не виделись и рады встрече. Делятся воспоминаниями о том, как уходили на фронт, как думали, вернутся ли домой, и о том, как не сомневались, что будут отстаивать свое право жить на собственной земле. Люди, которые приблизили эту победу, люди, которые воодушевляли наших мужчин, люди, которых не призывали на войну. В отличие от всех остальных войн, наша война отличалась тем, что Владислав Григорьевич призвал всех на защиту Родины, но он женщин не призывал. Он говорил, что не надо этого делать. Это люди, которые продолжают нашу жизнь. Мы ценим каждую жизнь женщины, каждую женщину, и рисковать ими не было у нас такой нужды. Каждая из них не знала, что в один миг ей, хрупкой девушке, придется стать воином или видеть, как умирают боевые товарищи. Герой Абхазии Камала Сурия вспоминает, как пыталась спасти солдата из Ткварчала, единственного сына.
Директор Государственного музея боевой славы имени Ардзинба, герой Абхазии Мзиябе, также поздравила женщин с 30-й годовщиной Победы. Ветеран войны Циала Гадлия передала в музей боевой славы православный молитвослов, на форзате которого она написала стихотворение перед наступлением в селе Дюбжа в 1993 году. Она молилась о мире, о том, чтобы каждый солдат вернулся домой. На торжественном приеме был отмечен бесценный вклад журналистов в победу. Они доносили информацию, как и солдаты шли на позиции и делали кадры, которые вошли в историю. Встреча сопровождалась песнями и зажигательными танцами. Война – самая большая трагедия для народа. День Победы – это день памяти о войне, о тех, кто ушел защищать Родину. Однажды одна московская журналистка, прошу, я так волнуюсь, на большом мероприятии встала и сказала такую фразу, которая вот очень меня до глубины души задела. Она посмотрела на наших мужчин, наших героев, которыми мы, каждый из нас, гордимся, и сказала такую фразу: «Страну, где такие женщины, невозможно победить. Страну, где женщина стоит рядом со своим мужчиной, невозможно победить. И Абхазию никогда никто не победит». У войны не женское лицо, но они наравне с воинами-мужчинами отстояли свое право на жизнь на собственной земле. Гугуца Вардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.